За возможность объявить шах и мат своим соперникам они боролись в течение 5 дней, пока проходил турнир «Надежды Северного Кавказа-2017». Финальный день на последней партии юных спортсменов интеллектуального спорта вдохновляет и глава республики. Впрочем, Юнусбек Евкуров и сам не отказался от партии с одним из участников турнира. Все, выиграл, ты молодец. Когда все партии разыграны, детям представляется возможность получить бесценные советы от Бориса Гельфанда. Опытному гроссмейстеру задают вопросы не только юные участники турнира, но и опытные шахматисты. Они интересуются, когда состоялся первый турнир гроссмейстера, какие книги он может посоветовать или как максимально концентрироваться во время игры. Легко сказать, а трудно сделать, потому что все мы живем жизнью, у нас какие-то свои проблемы, заботы, переживания. Но вот как-то надо учиться, именно когда приходишь на партию, вот, чтобы только на это время, что идет партия. Что? Как бы типа в транс входить. Церемония вручения наград начинается с поздравления самых юных участниц турнира. Ими оказались Зина Даурбекова и Софья Албекова. Юным шахматисткам вручили школьные ранцы. Через несколько недель девочки пойдут во 2 класс. Все, что вам необходимо к 1 сентября, кроме учебников, здесь в ранце есть. Я вас поздравляю с участием в турнире. В турнире «Надежды Северного Кавказа» участвовали дети до 13 лет, а также юноши и девушки до 19 лет. Эти 2 категории, в свою очередь, поделились еще на 3 подкатегории. Но независимо от конечного результата, шахматисты получили большой опыт. Теперь каждому из них предстоит работа над ошибками. Я допустила очень много грубых ошибок в процессе этого турнира. И, конечно, я буду заниматься и не допускать их впредь. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. Главным судьей шахматного турнира выступил международный арбитр Артем Ахметов. Должен признать, что у нас это соревнование уже 2-й год проводится, и видна уже определенная динамика, да, то есть развитие шахматов в Ингушетии, потому что в прошлом году мы заявляли только круговые турниры, были там в каждой возрастной группе там, по 10 человек, а сейчас у нас уже пришлось расширить формат этих соревнований. И кроме, как я уже сказал, приезда из других республик, и состав участников значительно в квалификации был выше. Были кандидаты в мастера спорта, были разрядники. Орци Инаркиев – однофамилец прославленного ингушского гроссмейстера Эрнеста Инаркиева. Также стремится добиться высоких результатов, часто следит за игрой чемпиона Европы 2016 года. Орцы увлекаются шахматами 5 лет. Здесь были тяжелые соперники. Мне пару раз попались люди, которые гораздо старше меня и опытнее. Но я получил большой опыт. Были дни, когда было очень жарко, и просто сидеть на месте было невозможно. Все время ходили, возле нас стояли вентиляторы. Я сыграл, у меня 4 очка, и я занял 3-е место. Я очень рад этому. Победителям вручают медали, дипломы, книжные издания известных гроссмейстеров, а также планшеты и ноутбуки. Однако для каждого спортсмена самый главный приз – это путевка на первенство России среди шахматистов, которое пройдет в следующем году в Сочи. Зарина Магушкова, Майырбек Миржоев, Новости 24.